Орбан кинул камень в адрес Путина, реальные или нереальные цели Зеленского и богатство Медведчука. Кому достанутся его картины? В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Российская армия остановлена в Харьковской области, где наступление продолжается. Да, на сьогодні противник там має тактичний успіх. Держат друг друга за руки. Лукашенко заявил, что его проекты с Путиным вышли за пределы земли. О чем договорились диктаторы и чем шокировали. Точно это смертоносное, опасное, с автоматом не сравнишь оружие. Тренироваться надо. Орбан пытается усидеть на нескольких стульях. Чем закончится его критика НАТО и Путина? Я не считаю логичным, что Россия, которая даже не может победить Украину, вдруг придет и поглотит западный мир. Всем привет, друзья! Для нас крайне важна активность и интерес каждого из вас. Спасибо вам за лайки, комментарии, подписки и репосты. Благодаря этому наши видео в тренде, а вы и сотни тысяч других пользователей всегда в курсе актуальных и важных событий. Именно о них сейчас и расскажем. Кроме того, не забывайте, пожалуйста, о кнопке «Спасибо» под нашим роликом. Начинаем! Украинцы недовольны действиями Конгресса США и никогда не простят бесконечные задержки в голосовании относительно передачи военной помощи Киеву. Кроме того, украинский народ недоволен деятельностью Зеленского. Обо всем этом пишет политический обозреватель The Guardian и британский историк Тимоти Гартон Эш. Он побывал в Украине и в своей статье рассказывает детали разговоров с некоторыми высокопоставленными чиновниками, имена которых не раскрывает. Однако утверждает, что они не всегда поддерживают планы Зеленского, особенно те, которые касаются деоккупации всех территорий страны. Интересно, что одно из критических замечаний, которое я неоднократно слышал, заключается в том, что Зеленский продолжает питать нереалистичные надежды на полную победу, то есть на возвращение всей суверенной территории Украины в границах 1991 года, включая Крым. Даже высокопоставленные чиновники в частном порядке дают более осторожное определение победы. Публично я поддерживаю то, что говорит президент, сказал мне один из них. Но не публично я считаю, что мы должны выжить как независимое западное государство, которое имеет возможность развиваться. Контролируют и уничтожают. В украинском генштабе заявляют, что остановили российское наступление в Харьковской области. Украинские военные говорят, что планы оккупантов по созданию буферной зоны нарушены. А скоро будет еще и ответ. Одновременно не совсем простая ситуация на Донбасі. На сьогодні обстановка там стабільна і контрольована, противник зупинений, по ньому наноситься вогневе ураження, а також плануються і проводяться силами оборони наступальні штурмові дії щодо відновлення втраченого положення. Що стосується Покровського та Курахівських напрямків, на сьогодні там це два таких напрямки, які на сьогодні є гарячими. Там тривають запеклі бої. Противник проводить наступальні штурмові дії як вдень і вночі, застосовуючи дуже велику кількість особового складу, яка підтримується важким озброєнням. Да, на сьогодні противник там має тактичний успіх. Ми маємо там втрати деяких позицій, але в оперативному відношенні противник там успіху не має. В Минобороны Британии тем временем заявляют, что на штурм Волчанска в Харьковской области Россия еще на прошлой неделе бросила оккупантов из африканского подразделения. В него входят как солдаты и офицеры регулярной армии, так и опытные наемники, часть из которых раньше была в ЧВК «Вагнер». Лукашенко и Путин 2 дня кружили друг над другом. Во время официальных церемоний то и делали, что держались за руку, да хвалили один другого. Путин привез с собой всех, кого мог. Пескова, Лаврова, остался в Москве только Шойгу. Но теперь в Минске побывал новый министр обороны Белоусов. Путин перед началом переговоров прошелся по красным коврам во Дворце независимости и сделал заявление. Город в очень хорошем состоянии, красивый. Я хочу городские власти прежде всего с этим поздравить. Ну, вот такая обстановка. И погода хорошая сегодня. Обстановка праздника. Уже после встречи за закрытой дверью Лукашенко заявил, что с Путиным ему понравился теплый братский разговор. Нелегитимный вновь заявил о некой напряженности по периметру Беларуси и РФ и утверждает, что Минск проводит уже 3-е учение нестратегических ядерных сил. Говорил, если ты автоматчик, все же это понимаем, и для чего автомат? Для того, чтобы нападать или защищаться. У нас нет желания ни на кого нападать, защищаться.
Как защищать? Ну, должен уметь пользоваться этим оружием. Ну, точно это смертоносное, опасное, с автоматом не сравнишь оружие. Тренироваться надо. Путин при этом вновь говорит о переговорах между РФ и Украиной. Он заявил, что этот процесс должен возобновиться и фактически подтвердил информацию Рейтер. Накануне агентство со ссылкой на свои источники сообщало, что Путин хочет заморозки войны по нынешней линии фронта. Ну, пусть возвращаются. Но возвращаются не исходя из того, что одна сторона хочет, а исходя из тех договоренностей принципиального характера, которые были достигнуты в ходе непростых переговоров в Беларуси и в Турции, и исходя из сегодняшних реалий, которые сложились на земле. Мы к этому готовы. Россия пытается устроить диверсии в Норвегии. Все усилия Кремль направляет на цепочки поставки норвежского оружия в Украину. В Осло предупреждают, что речь идет как о физических, так и цифровых диверсиях. И сейчас, по оценкам спецслужб Норвегии, такие риски увеличились. Россияне ведут разведку. Оценка, которую мы сейчас делаем, это предупреждение об изменении общей картины угроз. Россия теперь видит свою выгоду в проведении диверсий в европейских странах с целью ослабления обороноспособности Украины. Кроме того, с помощью диверсий Россия может создать неопределенность и беспорядки, которые могут удержать европейские страны от будущих поставок оружия и других видов поддержки Украины. Орбан хочет усидеть не на 2, а на 3 стульях. Венгерский премьер-министр вновь отличился своими заявлениями. На этот раз он заявил, что Венгрия уже сейчас переосмысливает свой статус страны-члена НАТО. По заявлениям Орбана, он не против, чтобы Венгрия была в НАТО, но хочет, чтобы при этом страна не участвовала ни в каких операциях за пределами Альянса. Кроме того, Орбан заявил, что российская армия слаба и не смогла победить Украину. Российские военные ведут серьезную тяжелую войну с украинцами. Если бы русские были достаточно сильны, чтобы победить украинцев одним ударом, они бы уже это сделали. Я не считаю логичным, что Россия, которая даже не может победить Украину, вдруг придет и поглотит западный мир целиком. Шансы на это крайне малы. Тайвань перевел войска в повышенную боевую готовность из-за масштабных военных учений, которые начал на этой неделе Китай. В Тайване называют действия Пекина провокацией, которая ставит под угрозу мир и стабильность в регионе. Кроме того, товарищу Си отправили сигнал, заявив, что Тайвань не будет искать конфликтов, но и не будет уклоняться от них. Это была цитата. Тем временем Народно-освободительная армия Китая обнародовала карту учений. На ней отмечены 5 районов вокруг острова Тайвань и 4 небольших острова у южной китайской провинции Фуцзянь. Кроме того, береговая охрана Китая заявляет, что проведет учения в районе островов Вуцю и Дунинь. Поскольку непрекращающиеся атаки, которые осуществляет пропаганда и военные, особенно в серой зоне, достигли уровня специальных учений, то в любой момент возможно и военное нападение. Поэтому Совет национальной безопасности и соответствующие правительственные подразделения уделили пристальное внимание учениям и отреагировали соответствующим образом. Напомню, что в начале этого года Си Цзиньпинь заявлял, что воссоединение Китая с Тайванем неизбежно. Тогда он сказал об этом так, далее процитирую: «Воссоединение Родины – это историческая неизбежность». BBC при этом пишет, что согласно опросам более 90% тайваньцев не желают немедленного объединения с Китаем, тем более быть под управлением Компартии Китая. Картины кума Путина пополнят музейный фонд Украины. Добро Медведчука, которое сейчас хранится в Художественном музее Украины, показала Нацполиция Украины. Оказалось, Медведчук был любителем Закарпатской школы живописи. В своей коллекции имел картины Адальберта Эрдели, Ивана Труша, Николая Глущенко.
Всего же в рамках уголовных дел против Медведчука сотрудники Департамента стратегических расследований и Главного следственного управления нацполиции изъяли 264 произведения искусства. Стоимость отдельных картин достигает $50 000. Фахівці цього музею проводили дослідження і встановили, що 112 картин вони мають культурну цінність. Деякі роботи відносяться до Закарпатської школи. Імена авторів вони відомі не лише в Україні, а й за кордоном. І їх роботи навіть є предметами експозиції в закордонних музеях. Друзья, спасибо вам за вашу поддержку, вы наша опора, и напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране, и мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу и отправить свой донат, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом или становитесь постоянным спонсором канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.